Разработки ученых Института химии и Коми-научного центра получили признание на международном уровне. Сразу несколько сыктывкарских проектов отметили наградами на престижных конкурсах. По словам самих ученых, сегодня внимание потенциальных инвесторов можно привлечь только таким путем, раскручивая свои достижения на различных выставках и ассамблеях. Виктория Палкина расскажет подробнее. В свои 24 года аспирант Института химии Ольга Сукрышева знает о стабилизаторах все. Это и помогло ей взять серебро на международном конкурсе среди молодых ученых. Ее доклад в свете нынешней политики импортозамещения звучал как никогда актуально. В Сыктывкарской лаборатории Сукрышева разрабатывает дешевое эффективное химическое сырье для российской промышленности. Стабилизаторы у нас слабо развиты в России, и в связи с этим Россия зависит от импортных производителей. А наши стабилизаторы, в основном, которые это ионол и ацетонанил-N, они отличаются дороговизной. В связи с этим ученые разрабатывают более дешевые, более эффективные стабилизаторы. В конкурсе инновационных работ в области зеленой химии свои работы представили и другие сотрудники института. Победы на конкурсах для них – возможность найти будущего инвестора. Вот и на этот раз разработки наших ученых привлекли внимание представителей не только российской, но и китайской промышленности. Спрашивают о новейших разработках, как работает молодежь, какие вещества, какие субстанции мы получаем здесь, какие разработки у нас есть для строительства, очень хорошо спрашивают, для сельского хозяйства очень интересуются разработками. Впрочем, в большинстве случаев разговорами все и ограничивается. Инвесторы неохотно финансируют непроверенные химические разработки. Вложение это долгосрочное. К примеру, на то, чтобы новое лекарство прошло все испытания и вышло на рынок, нужно несколько лет. Заинтересованности в настоящих инновациях и в каких-то совершенно новых технологиях, предложениях просто нет. Бизнес очень избирательный, очень осторожен и рисковать абсолютно не хочет. Вы знаете эту формулу. В течение года или возвратить полностью все деньги, которые вложены, или в 2 или в 3 раза увеличить надо. Впрочем, ученые продолжают творить в своих лабораториях в надежде обратить на себя внимание инвесторов. Ведь пока реформа Академии наук на реальной работе никак не отражается. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.